уважаемый Николай Афанасьевич, дорогие гости, коллеги, участники совещания, за проведение такого важного совещания. Действительно, вопрос очень важный, и мы в своей работе тоже сталкиваемся с вопросами, связанными с охраной сакральных мест, культурного наследия. Коренные малочисленные народы Севера составляют особую группу населяющих Россию народов. Традиционный образ их жизни основывается на глубокой взаимосвязи, как материальной, так и духовной, с исконной средой обитания, без которой невозможно сохранение их самобытности. Таким образом, развитие коренных малочисленных народов во многом зависит от того, насколько полно и объективно осуществлен учет этих особенностей законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. В силу своей малочисленности эти народы нуждаются в особом внимании со стороны государства. Согласно Конституции Российской Федерации, вопросу защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов относятся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Из этого следует, что защита прав коренных малочисленных народов в указанной сфере должна осуществляться не только на федеральном, но и на региональном уровне. В нашей республике коренным малочисленным народам Севера в соответствии с федеральным перечнем относятся 5 народов: это венгры, авенки, юкагиры, чукчи, долганы, а также региональным законом такими же правами обладают русские этнические старожилы. Около 40 тысяч человек в республике относятся к коренным малочисленным народам Севера и проживает в 21 районе республики, 70 населенных пунктов. Министерство по развитию Арктики и дела народов Севера Республики Саха-Якутия является уполномоченным органом по организации проведения этнологической экспертизы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, а также координирует вопросы образования территорий традиционного природопользования республиканского и местного значения, ведет реестр таких территорий. Аналогичная экспертиза в соответствии с федеральным законодательством – это научное исследование влияния изменений исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие этносов. В нашей республике действует с 2010 года республиканский закон об этнологической экспертизе. И согласно этому закону этнологическая экспертиза проводится в обязательном порядке, если это касается промышленных проектов, это касается инфраструктурных проектов, которые реализуются в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов. Следующий слайд. Заказчиком этнологической экспертизы выступает то юридическое лицо или, может быть, физическое лицо, которое будет осуществлять намечаемую хозяйственную или иную деятельность в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Финансовое обеспечение проведения экспертизы осуществляется таким образом, то есть заказчик уплачивает взнос в бюджет республики, и на средства данного взноса проводится конкурс в соответствии с федеральным законом номер 44 ФЗ. Мы проводим аукцион, торги и выявляем победителя, который будет осуществлять этнологическую экспертизу. Это обычно экспертные группы. Для проведения этнологической экспертизы заказчик предоставляет уполномоченный орган заявление на проведение этнологической экспертизы в установленной форме. Заявление прикладывается проектная документация и материалы по оценке воздействия на экологическую среду, так называемые АВЭС, которые проводятся соответствующими организациями, которые имеют опыт и экспертизу в сфере оценочной деятельности. И данные материалы могут быть представлены заявителем лично уполномоченным органом в электронной форме, либо направлены по почте. Мы его уже рассматриваем, то есть наше министерство рассматривает все представленные документы, и, соответственно, мы в случае, если они нуждаются в доработке, возвращаем, а в случае, если
общая процедура у нас обычно занимает 6-7 месяцев, то есть проведение экономической экспертизы. Следующий слайд. По итогам экспертизы готовится заключение экспертной группы, которое должно содержать заключение о соответствии либо несоответствии материалов требованиям действующего законодательства в сфере защиты прав малочисленных народов. Следующее. Обоснованные выводы о допустимости или недопустимости воздействия на исходную среду обитания и традиционного жизни малочисленных народов, а также предложения и рекомендации, направленные на социально-экономическое и культурное развитие малочисленных народов, защиту их исконной среды обитания, традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности. Заключение может быть положительным либо отрицательным. То есть положительное, то есть допустима такая деятельность, а отрицательное должно содержать выводы о недопустимости воздействия на исконную среду обитания. Следующий слайд. Положительное заключение экономической экспертизы является одним из обязательных условий финансирования и реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в местах проживания малочисленных народов. Заключение, содержащее обоснованные выводы о допустимости либо недопустимости воздействия на исходную среду обитания традиционного образа жизни малочисленных народов, утверждается распоряжением правительства. Следующий слайд. Между тем, у нас практика применения этого закона уже достаточно богатая, то есть 12 лет мы реализуем закон. Кстати, это единственный субъект Российской Федерации, где экономическая экспертиза проводится по региональному закону. Между тем, в республике есть промышленные компании, которые имеют лицензии, но не проводят экономическую экспертизу. Для решения этой проблемы были разработаны и утверждены в 2018 году изменения в Кодекс об административных правонарушениях, и за несоблюдение законодательства об экономической экспертизе, соответственно, здесь предусмотрена административная ответственность. Также предусмотрена административная ответственность за нарушение режима территории традиционного природопользования. Ну, соответственно, утверждены суммы штрафов в отношении физических лиц, юридических лиц. И у нас уже практика такая по районам существует, то есть административные комиссии районов рассматривают эти административные дела и привлекают недобросовестных предпринимателей, промышленных компаний, которые нарушают законы Республики Саха-Якутия. Следующий слайд. По административной ответственности я уже сказал, подробно не буду говорить, но, как я уже отметил, достаточно много у нас компаний подвергли штрафам, и мы сразу же увидели после этого такой большой всплеск заявлений со стороны компаний, которые стали приходить и обращаться за проведением экономической экспертизы. Следующий слайд. Кроме того, должны проводиться внеплановые проверки на основании обращений и заявлений граждан и организаций. В целях информирования населения о возможности подачи соответствующих заявлений органами местного самоуправления должны быть установлены информационные стенды, раздаточные материалы и публикации в средствах массовой информации. Также нами разработан на стадии согласования законопроекта по внесению изменений в региональный закон по наделению административных комиссий отдельными полномочиями по составлению протоколов административных правонарушений. То есть главы населения, должностные лица имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях и, соответственно, инициировать рассмотрение административных дел. Следующий слайд. С момента реализации закона об экономической экспертизе проведено 47 экономических экспертиз, по которым приняты положительные заключения и оформлены в виде распоряжений правительства Республики Саха-Якутия. Общая стоимость оцененных убытков более миллиарда рублей. Это те суммы, которые компаниями выплачиваются общинам коренных малочисленных народов Севера, то есть правообладателям земельных участков.
так далее. Также хотелось бы отметить, что согласно федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации к вопросам местного значения муниципальных районов относится разработка и осуществление мер, направленных на реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств. Поэтому очень важна здесь роль органов местного самоуправления в реализации, в том числе данного закона. И мы постоянно ведем работу с нашими муниципальными районами, с нашими наследниками, в которых проживают коренные малочисленные народы Севера, чтобы те компании, которые приходят на земли коренных малочисленных народов Севера, выполняли это законодательство и проводили аналогичную экспертизу. Кроме этого, в этих распоряжениях имеется пункт о необходимости заключения соглашения об участии в социально-экономическом развитии тех территорий, куда приходят промышленные компании. Поэтому это тоже очень важный пункт. Кроме того, что компании заключают соглашения с Республикой Саха-Якутия в целом, да, также они заключают такие соглашения непосредственно с территориями, где они работают. Все это у нас регламентировано, существует административный регламент. Если кому интересно, можете на сайте Министерства Арктики посмотреть всю документацию, законодательную базу. И мы считаем, что это такой сложившийся механизм защиты прав коренных и малочисленных народов Севера, наряду с другими механизмами, да, такими как территории традиционного природопользования. Также у нас есть постановление правительства Российской Федерации номер 1488 по возмещению убытков от коренным малочисленным народам Севера. И также недавно принятый закон, федеральный закон о предпринимательской деятельности в фактической зоне Российской Федерации, в котором также предусмотрено и утвержден стандарт ответственности промышленных компаний, резидентов фактической зоны в отношении коренных малочисленных народов Севера. Ну, в заключение я бы хотел сказать также о том, что действительно, как Николай Афанасьевич, Антоний Николаевич говорили о необходимости проведения работ по включению в перечень объектов культурного наследия, сакральных мест именно в арктической зоне, а также в отношении коренных малочисленных народов Севера. Действительно, по малочисленным народам у нас недостаточно, на мой взгляд, научных исследований, да, по этой тематике. Вот мы видим, что в других субъектах Российской Федерации, такие как Немало-Ненецкий автономный, Ханты-Мансийский округ, они очень активно проводят работу по сакральным местам, по священным местам малочисленных народов. И мы предлагаем совместно с департаментом по охране объектов культурного наследия инициировать отдельное совещание либо мероприятие, конференцию по проработке вопросов изучения научных исследований по вот этим местам коренных малочисленных